7:05 московским поездом на железнодорожную станцию Назрани прибывают путешественники туристического маршрута «Чайный экспресс». Группа из 30 человек, которых объединило желание увидеть Северный Кавказ, начала свой путь в Москве. Прежде чем достигнуть Назрани, туристы провели экскурсионный день в Ростове-на-Дону, который неофициально именуют воротами Кавказа. На ингушской земле туристов «Чайного экспресса» встречают традиционным угощением. Ой, какая вкусная. Спасибо большое, девочки. Света. Очень вкусно. Спасибо. Как сказать спасибо по-вашему? Расскажу Баркал. Баркал? Ага. Баркал. Ой, замечательно. Насыщенный экскурсионный день начинается с мемориала памяти и славы. Гид-экскурсовод подробно знакомит с историей ингушского народа, отображенной в многочисленных памятниках этого комплекса. Каждый камень, плита или мемориальная доска рассказывает, что история народа уходит корнями в древность. Без приказа, без предложения командующего ингуши решили напасть именно в лобовую 500 всадников на железной дивизии Хайзер. Ольгу Ризаддинову из рассказов экскурсовода больше всего впечатлила история Кавказской дикой дивизии. Не раз слышала о легендарном полке горцев, правда без таких подробностей. Девушку также поразила история, связанная с этим неприметным на первый взгляд старым вагончиком. Очень произвело огромное впечатление, если учесть то, что даже гид, который нам все это рассказывал все это также со слезами на глазах. Это настолько впечатляет, что люди до сих пор, хотя на давность событий, несмотря, переживают за историю своего народа, за историю своего государства. Это очень, на самом деле, пропитываешься вот этим всем. За этот год «Чайный экспресс» второй раз совершает железнодорожный круиз. Первый состоялся еще весной. Чаще всего туристов привлекает удобство маршрута, ведь за 6 дней путешествия по Кавказу их ждет большая программа. «Чайный экспресс» ежегодно все больше привлекает к себе внимание российских туристов, а порой из-за рубежа. В этот раз у нас люди собрались из различных уголков России, то есть начиная от Калининграда, заканчивая Ставропольским краем. Люди, во-первых, и по отзывам знают то, что у них есть возможность проехаться по Северному Кавказу и посмотреть все культурные объекты и природу Северного Кавказа. Инициатором запуска железнодорожного туристического круиза стала Ингушетия. Идея заключалась в том, чтобы вспомнить хорошо забытое старое. Ведь в советские годы поезда с туристами разъезжали по Кавказу по всем направлениям. Туристы вновь познают юг России, о котором так долго складывалось совсем другое представление. С каким трепетом относятся к своей культуре, к своим героям, к своему народу, и все это рассказывают, знают. И как-то мне кажется, что не все народы способны поделиться своими знаниями о подвиге своих предков. Вообще очень красивый комплекс и впечатляет действительно. Туристам предстоит путешествие в горную Ингушетию через Асинское ущелье. Там они посетят основные достопримечательности, как Игикал, Тхабаирды и не только. Далее их путь лежит во Владикавказ, Грозный, Дербент и Минводы. А завершится круиз «Чайного экспресса» 6 октября в отправной точке. Залина Магушкова, Рамзан Зурабов, Новости 24.